У многих людей один лишь вид стоматологического кресла и пронзительный визг бормашины вызывает леденящий ужас. Но безгранично добрые васильковые глаза стоматолога Натальи Александровны Королевой, светящиеся из-под медицинской маски, легко развеивают страх и создают атмосферу доверия, позволяя пациентам чувствовать себя спокойно. Наталья Александровна– настоящий профессионал в области стоматологии, обладающий обширными знаниями и умениями, что позволяет ей успешно решать широкий спектр стоматологических задач от профилактики и диагностики до сложных лечебных процедур. Врачом она мечтала стать с самого детства. Бабушка у меня была врач, главный врач больницы, но не здесь, в Пермской области. Вот. Ну и как-то вот с такого возраста я уже знала, что я буду либо врачом, либо милиционером. Ну вот как-то как-то пошло в медицину. Наталья Александровна поступила в Сыктывкарский медицинский колледж и успешно его окончила. Практические навыки нарабатывала в родном городе Инте. Свою профессиональную деятельность доктор начала 26 лет назад в Интинской стоматологической поликлинике. Молодого специалиста здесь встретили тепло и радушно. Опытные коллеги щедро делились знаниями, помогали в освоении профессии. Когда мы пришли молодыми специалистами в нашу стоматологию, у нас был большой коллектив, детское отделение было большое, нас было очень много. Заведующая детским отделением Ольга Николаевна Елента встретила нас тепло, посадила к самым лучшим специалистам, которые только могут быть. С теплотой в душе я вспоминаю наш коллектив, наших работников, которые работали с нами и обучали нас. Куркина Людмила Саватьевна, Радченко Маргарита Михайловна, Шипицына Дина Николаевна, Амосова Елена Григорьевна, Каляева Елена Юрьевна, ну и Елена Ольга Николаевна. Наталья Александровна лечит зубки детям, но при этом успешно оказывает стоматологическую помощь и взрослым пациентам. Врач обладает удивительным даром находить подход к самым маленьким пациентам. Благодаря чуткости, терпению и доброте даже самые боязливые малыши с доверием идут на контакт и спокойно соглашаются на лечение. Секрет ее успеха – безграничная любовь к детям. 26 лет отработавшие на детском приеме, секретиков-то особо никаких, просто с каждым ребенком надо разговаривать. Каждого ребенка надо относиться к каждому ребенку как к своему ребенку. Это любовь к детям. Это самое главное. Если ребенка отнестись к ребенку как без любви и без уважения, то никакого контакта нет. И все. У доктора в запасе целый арсенал приемов, позволяющих отвлечь малышей и провести лечебные процедуры. Есть такие вот маленькие игрушечки, также которые приносят нам мамы пациентов наших. Взявшие одну игрушечку, приносят 10. Вот. И потом каждый ребенок после лечения выбирает себе игрушечку любую, какую он захочет, может 2, за каждый зуб по игрушечке. Еще у нас есть наклеечки с зубиками. Вот. Поэтому дети у нас так получают подарки за страдания. Работа специалистов стоматологической службы связана с высокой эмоциональной, психической и физической нагрузками. У каждого врача есть свои уникальные способы восстановления жизненных сил и поддержки внутреннего баланса. У меня дома живет собака. Вот. Я когда прихожу домой, и когда вот оно выходит, ее глаза, ее хвост, вот. Ну, баня, горы, зима, весна, снег, велосипед еще. Вот это летом, когда уже нет снега, нет ничего, это вообще велопрогулки, это просто супер. Наталья Александровна является частью дружного коллектива Интинской стоматологической поликлиники. Учреждение предоставляет полный спектр стоматологической помощи – терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и детскую, ежедневно принимая до 220 пациентов. В поликлинике работает слаженная команда специалистов, 6 стоматологов и 3 зубных врача. Все они наши земляки. Их поддерживают медицинские сестры, зубные техники и рентген-лаборант. Уже 28 лет бессменным руководителем стоматологической службы Инты является Богдан Степанович Дзумидзей, высококвалифицированный специалист, снискавший глубокое уважение жителей города. Его богатый опыт, профессионализм и человеческие качества делают его не только выдающимся врачом, но и мудрым руководителем, создавшим крепкий и слаженный коллектив врачей, глубоко преданных своей профессии.
Одним из таких специалистов является Герман Томович Хиладзе. Уже в 9 классе он твердо знал, что станет врачом. Мама Германа Хиладзе очень хотела, чтобы сын стал стоматологом и помогал людям. Герман Томович учился в Архангельском Северном государственном медицинском университете, где его первыми пациентами стали однокурсники. После окончания университета Герман Томович успешно практикует в ИНТе уже более 11 лет. Он блестяще справляется с самыми сложными случаями, обеспечивая своим пациентам высокое качество лечения и комфорт. Врач-стоматолог напрямую работает с людьми, поэтому должен обладать рядом ключевых навыков и личностных качеств. Главное качество, скорее всего, тут усидчивость, потому что работа достаточно скрупулезная. Много моментов, когда надо долго проводить работу над зубом, скажем так. Ну и, наверное, стрессоустойчивость, потому что люди приходят с болью, измученные, скажем так. Вот. И надо как-то все это через себя пропускать, скажем. Лечение зубов – процесс сложный и ответственный. Для успешного проведения процедур врачу необходима квалифицированная поддержка. Медсестра – это прям как вторые руки, можно сказать. От этого тоже зависит подготовка материалов. Понятно, что и в кабинете поддерживать порядок, плюс работа с документацией. Тут, да, немаловажная роль, поэтому медсестры, в частных кабинетах бывают, как в современных клиниках, ассистенты, но по сути они такую же функцию выполняют, как медсестры у нас. Поэтому, да, важно, чтобы медсестра была подготовлена и хорошо работала, быстро, качественно. В России и многих странах 9 февраля отмечают Международный день стоматолога, а 6 марта – Международный день зубного врача. Эти даты – повод выразить признание и благодарность специалистам, которые борются за здоровье зубов и всего организма. Для них нет лучшей награды, чем сияющие улыбки и сердечная благодарность пациентов. Мой любимый врач-стоматолог – это Гончарова Елена Викторовна. Я лечусь у нее с самого детства. И, конечно, я хотела бы пожелать побольше здоровья, клиентов хороших, успехов в жизни. Побольше клиентов, хороших, таких же, как и мы. Побольше зарплаты, конечно. И удачи в целом. Дорогим стоматологам я желаю счастья, здоровья, всех благ, удачи во всем. В общем, чтобы было им всегда хорошо. И зарплаты побольше. Здоровья, радости от своей работы. Они нам действительно очень нужны, стоматологи, потому что наши зубы – это наше здоровье прежде всего. Терпеливых пациентов и всего самого-самого хорошего в личной жизни.